Из-за проблем с устаревшим оборудованием, сложным финансовым положением Агдавуракская ТЭЦ всегда находилась в зоне особого внимания. В прошлый приезд в Риу главы Тувы поручил руководству Минтопэнерго и местным властям принять все меры для своевременного начала отопительного сезона и безаварийного прохождения зимы. А так 70 градусов температура, сюда подается уже горелку. Тут, получается, он завихряется вместе с воздухом. И дальше уже в топке горит. Полностью также там муровка, там все просто снято. Обмуровочный тут специальный кирпич. По словам исполняющего обязанности министра топлива и энергетики Тувы Романа Кажинола, особых проблем с оборудованием на Агдавуракской ТЭЦ сейчас нет. Отопительный сезон должен начаться не позже 17 сентября. 2 котла уже готовы к запуску. На одном еще проводятся работы, которые планируется завершить до середины октября. Проблем вообще как таковых нету. Какой год уже, нормальное финансирование, соответственно, проблематика тоже снимается. Ну, хотелось бы, соответственно, увеличивать объемы по замене тепловых сетей в том числе. Здесь обеспечивается теплоснабжение 2 населенных пункта. Ну, город Агдавурак – это поселок Строитель, так называемый поселок постоянный, то есть фактически это город Агдавурак. Поэтому теплоисточником является единственная ТЭЦ Агдавуракская, которая обеспечит теплоснабжение порядка 12 тысяч потребителей. Да, 12 тысяч потребителей, 46 многоквартирных домов и плюс социальные, соответственно, объекты все. Школы, садики там и так далее. Всего 3 котельных установки в котельной. На одной из них, котлоагрегат номер 7, продолжается капитальный ремонт, замена боковых левых экранных труб. Котлоагрегаты номер 6 и 8 готовы к растопке. То есть один в резерве, один в работе. А вот долг населения перед теплоснабжающим предприятием с 2016 года продолжает расти. Ситуацию с задержкой зарплат работникам усложняло и то, что субсидии на оплату услуг ЖКХ стали перечислять не предприятию, а жителям. По поручению в Риу главы Тувы были приняты меры, в том числе и на законодательном уровне. Не сразу, но проблемы с финансированием постепенно решаются. По финансированию, по зарплате, это летний период у нас постоянно такая проблематика, потому что сбор осуществляется только с категории населения. Из начислений 15 миллионов примерно по предприятию собирается примерно 12-13 миллионов. То есть это хватает только на частичную выплату заработной платы, налоги, там частично платятся эксплуатационные расходы и, соответственно, отпускников много у нас летом. Поэтому вот такой разрыв он существует именно в летний период по предприятию. Ну, я думаю, что зарплату закроем на следующей неделе однозначно. И, соответственно, я думаю, что дальше тематика это не будет уже складываться. В Агдавураке Владислав Хавалык также посетил школу номер 2, здание которой построено 60 лет назад. По поручению в Риу главы Тувы в этом году в школе начался долгожданный капитальный ремонт. Как и происходит капитальный ремонт, встреча с подрядчиком и идет, продолжается. Надеюсь, еще неделя и максимум 2, да, и капитальный ремонт закончится. Подрядная организация «Агдаштык» начала работу в августе этого года. На сегодняшний день отремонтирована система отопления, проведены монтажные работы. Штукатурно-монтажные работы. На согласовании идет у нас потолки на Армстронг или на гипсокартон. Заказчикам предложили, что Армстронгом лучше будет. И на следующей неделе уже будем приступать к устройству Армстронг потолков. А в кабинетах штукатурно-малярные работы, и отопление, замена отопления, кровельные работы. Кровельные работы завершили полностью, водосточную систему тоже завершили. И в основном здесь у нас штукатурно-малярные работы остались. Ориентировочно отремонтированную школу сдадут к 1 октября текущего года. Дети и педагогический состав с нетерпением ожидают того дня, когда они переступят порог родной, сияющей свежей краской школы. Инна Клоян, Бояна Юн, Ангер Оржак, Тува 24.